Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил верующих с наступлением Ночи Всемогущества. В Ашхабаде обсудили актуальность широкого освещения в СМИ работы благотворительного фонда. Председатель КНР выразил готовность продвигать сотрудничество с Туркменистаном и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил мусульман страны с наступлением Кадыр-Гиджеси, Ночью Всемогущества. В своем обращении глава государства подчеркнул духовное и нравственное значение этой особой даты, отметив ее роль в укреплении единства и сплоченности общества. Президент напомнил, что туркменский народ, как и весь исламский мир с древних времен, с почтением относится к благословенному месяцу Ораза и Ночи Всемогущества. В этот день в мечетях страны совершаются молитвы Тарава, возносятся благословения за мир, процветание и стабильность государства. Состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с вице-премьером, курирующим сферу культуры, а также с женщинами-руководителями средств массовой информации Туркменистана. В ходе встречи подробно обсуждались организационный статус и значение международной конференции «Год мира и доверия. Развитие международной деятельности в интересах детей», которая будет проведена по случаю 4-й годовщины образования благотворительного фонда. Отношения Туркменистана и Китая сохраняют устойчивую динамику, постоянно углубляются в различных областях. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письме на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю праздника Новруз. В настоящее время китайско-туркменские отношения сохраняют устойчивую динамику развития, сотрудничество в рамках совместного строительства одного пояса, одного пути продолжает продвигаться, взаимодействие в различных областях постоянно углубляется, написал председатель КНР. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с праздником Новруз и выразил уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей. Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Новруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее. Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Туркменистаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств, отметил Лукашенко. Преподаватель кафедры биологии и методики ее преподавания Туркменского государственного педагогического института имени Сейтназара Сейди Дияр Ихтияров одержал победу в международном конкурсе, организованном научно-исследовательским центром Scientific Academy и Центром поддержки молодежи Республики Узбекистан. Молодой ученый представил научную работу под названием «Укрепление экологического благополучия государств, расположенных вдоль Великого Шелкового пути». Его исследование было единогласно одобрено научным советом и получило высокую оценку. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с новым страновым директором Фонда ООН в области народонаселения в Туркменистане Чинви Акбона. Рашид Миредов пожелал дипломату успехов и новых достижений в ее миссии, нацеленной на развитие сотрудничества Туркменистана с данной международной структурой. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества. Жители Парижа поддержали инициативу, согласно которой 500 городских улиц будут преобразованы в пространства, свободные от автомобильного движения. Это позволит расширить пешеходные зоны, создать велосипедные дорожки и увеличить количество зеленых насаждений. Кроме того, планируется сократить число парковочных мест на 10%. Британский мини-сериал «Переходный возраст» установил новый рекорд на платформе Netflix, собрав 66,3 миллиона просмотров за первые 2 недели после своего выхода. Эти цифры превзошли показатели всех предыдущих мини-сериалов сервиса, включая прошлогодний хит «Олененок». «Переходный возраст» дебютировал в начале марта и сразу же привлек внимание зрителей. В центре сюжета находится 13-летний подросток по имени Джейми. Его арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Зрители вместе с отцом мальчика, социальными службами и полицией пытаются разобраться в произошедшем. Сериал получил высокие оценки от критиков за свою напряженную атмосферу и сильную актерскую игру. Сборная Туркменистана по футболу обыграла команду китайского Тайбэя в гостевом матче первого тура отборочного раунда Кубка Азии 2027 года. Встреча группы D завершилась со счетом 2-1. В составе победителей отличились форвард Ахала Эльман Тагаев и полузащитник Аркадага Язгалыч Курбанов. В следующем туре Туркменистан 10 июня примет команду Таиланда, а сборная китайского Тайбэя сыграет на выезде против Шри-Ланки. Стоит отметить, что это первая победа сборной
сборной Туркменистана в официальном матче с июня 2022 года, когда на выезде была обыграна команда Бангладеш. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.